Добрый день, уважаемая Айнура Урузбековна. Добро пожаловать к нам в студию. Пожалуйста, расскажите о себе. Здравствуйте, Назгуль. Мне тоже очень приятно сегодня быть в вашей студии. Я Айнура Чупункулова, коуч по карьерному развитию, образованию, софт-навыкам, сертифицированный коуч Эриксоновского университета. Я работаю со школьниками, студентами, с молодыми специалистами, в общем, условно скажем, соискателями, которые хотели бы учиться за рубежом, получить стипендию или уехать на бесплатное обучение. И поскольку работа связана в основном это с подростками, основная наша аудитория это школьники, студенты, то, естественно, очень тесно работаю с родителями, ну и плюс с педагогами школ, скажем так, и вузов. Вы работаете с молодежью. Как выстроены отношения родителей и детей? Насколько они гармоничны и комфортны? Какие ошибки допускают родители? Вообще, конечно, это вопрос очень сегодня важный, ценный. Я думаю, что этот вопрос стоит на повестке дня нашего общества. Но ко мне приходят прежде всего родители, в начале, потому что они хотят, чтобы дети получили качественное образование. И когда они приводят своих детей на мой авторский курс, это наставничество, это такой трансформационный курс, где они прокачивают софт-навыки, а это социально-психологические навыки, то я, конечно же, вижу, что иногда бывают кое-какие проблемы во взаимоотношениях между родителем и подростком. Но в основном к нам приходят родители любящие, которые действительно заботятся о своих детях, которые общаются с ними. Но даже и при этом родители очень часто допускают ошибки во взаимоотношениях с подростками. Но я думаю, что первая ошибка это то, что родители к подростку относятся как к ребенку. Не зря же мы называем этот возраст таким переходным возрастом, то есть он переходит от состояния ребенка к состоянию, условно скажем так, взрослого. И здесь очень сложно, потому что родители воспринимают его как маленького ребенка, часто берут ответственность на себя, контролируют слишком много, не умеют, наверное, зачастую родители не всегда умеют слышать и слушать ребенка, его желания, его потребности. И это, естественно, ведет к конфликтам. Вы же сами знаете, подростки часто конфликтуют с родителями. Это первое, то, что найти такую золотую середину, где ты воспринимаешь своего ребенка уже не как маленького детеныша, скажем так, а как уже человека, который вступает во взрослую жизнь, у которого есть свое личное пространство, свое личное независимое мнение. Это, наверное, первое, отношение как к ребенку. И вторая ошибка – это сравнение своего ребенка с другими детьми. Зачастую родители сравнивают с другим ребенком, старшим или младшим, либо вообще с одноклассниками, с друзьями, с племянниками, что дескать, тот молодец, а у тебя не получается. Это, пожалуй, ошибка. Но и бывает, что поскольку в нашем обществе сейчас очень распространено насилие, домашнее насилие и в отношении детей, то бывают случаи, когда ребенок подвергается насилию.
эмоциональному насилию со стороны родителя, хотя он и, в общем-то, достаточно образованный родитель. Но вот не всегда, скажем так, родители это осознают и понимают. Такие проблемы тоже бывают. И, конечно же, ребенок либо слишком неуверенный, либо в состоянии таком депрессивном, да, в состоянии апатии находится. Вот, это, наверное, пожалуй, такие вот ключевые ошибки, которые допускают родители. Очень важно слушать ребенка, очень важно с ним общаться. То есть не назидать, не контролировать, не указывать, да, а вот именно общаться. Вы же указали, что вы работаете с семьями, а вам приходилось работать, скажем так, со сложными семьями, да, когда сложные взаимоотношения в семье? Да, конечно. Конечно, я периодически сталкивалась, отношения сложные, потому что родитель никогда не покажет мне, что он подвергает ребенка насилию, да? Вот. И в таких случаях ребенок очень часто неуверенный, да, в себе, он постоянно меняет свою траекторию. Чаще всего он не может сконцентрироваться на занятии, либо он уходит в себя, да, ну, то есть в состоянии депрессии находится. И я в таких случаях стараюсь помочь ребенку. Вот, стараюсь, конечно, достучаться до родителей, но это очень тонкая тема, я не могу открыто сказать, да, родителю, что вот вы являетесь насильником. Да? То есть, конечно же, я выполняю такую некую роль медиатора между родителем и ребенком, но чаще всего родители обычно вот в таких семьях родители недостаточно открыты. Почему? Потому что я провожу собрания, я провожу семинары, ребенок может отходить, но родитель сам не заинтересован в получении обратной связи. То есть ты звонишь родителю, да, ну там ты просишь его прийти на общее собрание, да, там послушать рекомендации, да. Ну вот часто это вот так происходит. И здесь я в большей мере помогаю ребенку индивидуальными какими-то, вот знаете, разговорами, да, литературой, да, может быть, какие-то дополнительные тренинги, да, может быть, советую там, сходить к психотерапевту или к психологу, да. Вот таким образом я стремлюсь помогать детям. Еще назрел такой вопрос, насколько родители готовы изменяться? Тоже вот такой классный вопрос. Вообще, в целом, на моей практике, вот работы с детьми, с родителями, потому что приходят именно те, скажем, ученики, да, которые хотят уехать за рубеж, вот, родители открыты, родители готовы. Вот то, о чем я говорила, это, пожалуй, в моей личной, в смысле в практике, это единичные случаи. Да, бывает, но это как бы, например, в группе может быть иногда бывает там один ребенок такой, у которого наблюдается, да, в семье насилие, да, там, со стороны родителей или родственников. А в целом в рамках моей программы я же провожу не только курс для детей, но и такой, знаете, в результате уже прошедшего курса и собрание, и семинар с родителями. И как раз-таки мы все эти вопросы там рассматриваем, обсуждаем. Вот. Родители, знаете, мне нравится, что наши родители признают свои ошибки, смеются, как бы такая, знаете, позитивная ирония над собой, да, и меняются, потому что они видят плоды того, что их дети изменились, и они понимают, я до родителей доношу, что дети изменились. И вам сейчас нужно помочь им идти к своей цели.
И вам тоже нужно меняться, вам тоже нужно менять прежде всего язык общения, учиться их мотивировать, да. И родители со мной соглашаются и видят свои очевидные ошибки, потому что у нас даже бывают ролевые игры, мы проигрываем ситуации. И знаете, и мне приятно, что качество отношений в семье меняется. То есть это не просто как бы подготовка его к успеху, а собственно качество отношений в семье. У меня даже был такой случай, когда вот папа не слышал. Мама прислушивается, мама, вот она бедная между сыном и мужем, да? И вот в один прекрасный день она все-таки уговорила его прийти ко мне на встречу, на индивидуальную консультацию. И вот после этой встречи у папы там что-то все-таки повернулось. Да? Он, конечно, много говорил, он больше, понимаете, на моей консультации я задаю вопросы, он говорит, он все знает, а папа очень успешный, успешный предприниматель, он сам всего добился, ну действительно, сам всего добился, и вот у него были очень высокие требования на сына. В результате того, что когда вот родители очень успешные, они лидеры в жизни, они яркие личности, зачастую дети страдают низкой самооценкой, да? Дети, ну вот, неуверенные в себе, да? Это от того, что родитель доминирует, родитель давит, родитель не дает проявиться ребенку. И вы знаете, все-таки прислушался. Прислушался. То есть на консультации это как бы не видно было, но он все-таки прислушался, и мама потом говорит, вы знаете, вот что-то перевернулось, и вот сейчас я вижу, что у них взаимоотношения наладились. Ну, на тот момент, что наладились, и чему она была очень рада, мама. А вот вы отметили, что родители готовы уже измениться, да, там. Это разновозрастные родители или какого-то определенного возраста? Ну, у нас родители, в принципе, они как бы от родителей подростков, это родители от 35 до 47, да, ну, максимум там, до 50 лет. И я думаю, что время такое, что все понимают, что надо меняться, да? Потому что на самом деле большинство родителей, они открыты. И меня это очень радует. Я не знаю, может быть, потому что они доверяют мне. Дело в том, что вот у нас ребенок ходит, и уже у кого-то через неделю, у кого-то через месяц, а ходят они 9 месяцев, да, занимаются. Уже видны какие-то внутренние трансформации, да, то, чего хотели бы родители. А чего обычно они хотят? Чтобы ребенок был чтобы он был дисциплинированным, да, чтобы он там управлял своим временем, да, чтобы он не занимался какими-то бесполезными делами, да. И вот это они все видят в ребенке, да. Ну, вот эти трансформации, это их очень радует. И более того, я же обучаю и детей, как общаться с родителями, потому что дети тоже же не научены, да, родитель сделал замечание, а подросток, он там весь в эмоциях, да, у него же сейчас такой возраст, и когда дети получают инструментарий коммуникации, урегулирования конфликтов, да, они уже говорят абсолютно на другом языке с родителями, и это заметно. И большинство родителей, да, готовы меняться, за исключением вот тех кейсов, о которых я говорила. Это вот где есть насилие, родитель просто сам как-то самоустраняется, вот он привел ребенка, и он даже не заинтересован, что там с ребенком, да, происходит. Вот, он не отвечает на наши телефонные звонки, ну как-то вот какая-то связь разрывается. Вот эти родители, да, естественно, они, возможно, не меняются, я не знаю. А в большинстве своем родители у нас любящие, благодарные. И просто чуть-чуть, когда ты родителям подсказываешь, вот ну немножечко, как надо просто язык свой, общение изменить,
Родителям это даже очень нравится, и они говорят, да, точно. И это начинает работать, и все счастливы в семье. Прекрасно. Вы автор программы по подготовке к поступлению в зарубежные вузы. Расскажите о ваших курсах. С какими трудностями сталкиваются выпускники при поступлении в тот или иной вуз? Поделитесь, пожалуйста, успешными кейсами. Да, у меня авторские курсы. Это наставничество, моя флагманская программа, на которую приходят подростки и студенты. И на этой программе они прокачивают все софт-навыки, да, и в том числе и базовые хард-навыки, которые им позволят успешно подаваться, поступить и в конце концов успешно обучаться и делать свою карьеру. Вот. Кроме того, есть entrance course, где мы уже непосредственно учим их готовить анкеты, да, вступительные документы, эссе, резюме, рекомендации, к собеседованию готовим и полностью сопровождаем. Вот. И вообще интересный такой вопрос, какие трудности. Здесь опять-таки все зависит от подростка. Большинство тех ребят, которые к нам приходят, они у нас поступают успешно, и кто приходит заранее. Да, то есть если они приходят за 2-3 года, значит, вот мы с этого года уже с 8 класса набираем, раньше с 9 класса, естественно, они успевают, потому что поступление в зарубежные вузы начинается в 11 классе. Вот. И если мы их сопровождаем, у них особых трудностей нет, да, потому что мы сопровождаем профессионально, ведем их, берем их за руку, ведем от начала и до самого конца, да, пока мы их не отправим. И даже когда мы их отправляем, мы на связи, там, если какие-то вопросы, мы помогаем и так далее. Вот. Ну, что касается трудностей, да, трудности могут возникнуть у ребят недостаточно организованных и дисциплинированных. Я вот об этом все время говорю, что для успешного поступления и получения стипендии нужна организованность, дисциплина и упорство. Да? Вот. Не каждый доходит до этого финиша, потому что у них есть свой план подготовки, они должны развивать свое портфолио. Ну, это как в школе, знаете, какой-то предмет не выучил, а здесь он все тянет с TOEFL или там с SAT, ну вы понимаете, о чем я говорю, откладывает или оценки свои не исправляет. Конечно же, таким ребятам приходится сложно, вот, и они не выходят на финишную. Но если честно, таких ребят у нас мало. Почему? Потому что когда первая программа, через которую они проходят, это наставничество, это трансформационный курс. Так вот, такие ребята, они сдуваются после 3-4 занятия. Вы поняли, да? То есть они просто оставляют и не идут, а остаются-то самые мотивированные, целеустремленные, а потом, вы понимаете, у нас же тренинг, это все проходит креативно, интересно. Опять-таки, сдуваются ребята, если есть проблемы в семьях. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да? Вот, даже и эти ребята хорошие, но в семье проблема. Чаще всего это какое-то насилие, да, там эмоциональное, психологическое, бывает, что и физическое, да. Вот. А в большинстве своем ребят мы доводим до самого конца, потому что после наставничества, как я говорила, мы проводим собрание, определяемся, в какую страну ребенок хочет, да, и уже дальше мы его готовим в эту страну. То есть у него план подготовки мы прописываем в эту страну, да, и мы уже на протяжении последующих лет, ну там, например, 2 лет, 9-10 класс, он готовится к тестам, успеваемость, академические достижения, внеучебная активность. То есть он это все прокачивает, и потом мы его полностью сопровождаем. И здесь у нас проблем не возникает. У нас наши ребята успешно поступают в Германию. Кстати, мы не только на бакалавриаты,
готовим, да, у нас есть магистранты, ну, молодые специалисты, у нас даже есть зрелые, взрослые люди сейчас приходят и хотят отучиться. То есть Здорово. это людям, которым за 40, да, там, лет, да. Вот, в Соединенные Штаты, да, вот у нас буквально недавно мальчик уехал. Вот буквально на днях наш другой мальчик уехал и поступил на искусственный интеллект, да, в Германию, кто-то у нас в Чехию, кто-то у нас в Польшу, да, сейчас вот в Испанию, да, вот у нас ну, девушка готовится, да, девочка. Вот, то есть, ну, мы все делаем, чтобы они у нас поступили, потому что мы знаем все эти инструменты. И они у нас, понимаете, заранее готовятся. Это не так, человек пришел, и вот, пожалуйста, да. То есть я оцениваю его шансы поступления, я даю оценку его портфолио. Я говорю ему, готов он вот сейчас или не готов, ну, на этот год, да, вот буквально вчера был молодой человек, он хочет в магистратуру поступать, и именно в Соединенные Штаты я на консультации оценила его бэкграунд, портфолио и сказала, ну вот если только прям вы хотите в Соединенные Штаты, то вам нужно готовиться 2 года. Понимаете? И тут уже у человека выбор в Штаты, а вот в эту страну, а в эту страну вы можете вот уже на следующий год подаваться в этот вуз. Да? То есть здесь все индивидуально. Какие у вас планы? Каким вы видите будущее молодежи? И что вы им пожелаете? Ну, планы у меня остаются те же. Я бы хотела вносить вот свой вклад в образование Кыргызстана. Я вот сейчас смотрю, как меняются дети, как меняются родители. Кроме того, я говорила, что меня приглашают частные школы, иногда бывают государственные школы, вузы, и я провожу тренинги для педагогов по критическому мышлению. И я вижу, что в нашей системе образования не хватает вот этого компонента. Да? Вот все говорят, надо реформы, надо реформы. И я часто говорю, реформы надо начать с изменения модели обучения. Она у нас до сих пор советская. Да, устаревшая, модель. да? Устаревшая абсолютно. И вот мои планы на ближайшее будущее внедрять мою программу в школы и вузы. Сейчас, значит, моя задача это подготовить новое поколение педагогов, тренеров, не просто педагогов, а вот, знаете, это должны быть педагоги, которые совмещают в себе роль коуча, тренера и наставника. Вот педагоги пока этими компетенциями не владеют. Не потому, что они не хотят, а потому, что сама модель обучения у нас не изменена. Да? И вот это моя задача, подготовить это новое поколение и внедрять и распространять мою программу, потому что она показывает отличные результаты. Ну вот на моем опыте. Да? И вот в ближайшее время я хотела бы именно этим заняться. Да? Здорово. Поменять именно модель, ну, сконцентрироваться на этом и поменять модель обучения в школах и вузах Кыргызстана. А что я хочу пожелать молодежи? Я хочу сказать, что молодежь у нас прекрасная. Вот просто замечательная. Школьники мои, вот ученики, все, кто приходят, да, вот, ну, просто талантливые, способные ребята. Нам только нужно поменять эту модель обучения. И они просто раскрываются. И я хочу пожелать им, чтобы они верили в себя, да, чтобы они никогда не сдавались, чтобы они понимали, что трудности бывают, а поражения бывают. Как я люблю говорить, смотрите на поражение как на точку роста. То есть это вот, если у вас поражение, если у вас неудача, если вы совершили какую-то большую ошибку, смотрите это как на свой актив. И как на возможность развиваться дальше, и на возможность того, что перед вами открываются двери в ваше успешное будущее. Спасибо, Айнура Урузбековна. Было очень интересное интервью.
Удачи вам, спасибо. Спасибо огромное, Назгуль, за то, что пригласили. Была очень рада. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч.